Всем добрый день, это музыкальный корреспондент, меня зовут Айдар Ниязов, и сегодня мы обозреваем музей великого композитора Салиха Сайдашева. После ремонта, который еще, к сожалению, не завершился, эта дверь стала не для слабаков, так скажем, поэтому уже применить. Да. Поэтому в этом плане Татары опять были самыми первыми. Вот, так что спасибо. Я никогда не отказываюсь от возможности, которая дает мне жизнь. Иногда отсюда доносятся голоса живых людей. Находимся в музыкальном салоне музея. Здесь мы проводим лекции, концерты. Это пока единственная комната рабочая. Да, мы приглашаем гостей, посетителей музея. То есть чисто технический музей как бы открыт для посетителей? Нет, он закрыт, как раз таки закрыт. Но мы проводим мероприятия. Вот на мероприятии мы приглашаем людей. Если бы музей был бы открыт, у нас был бы входной билет, по которому ты можешь попасть в музей, например. Но чтобы как был студент входной со билет, скидкой. чтобы был входной билет, соответственно, нужна экспозиция. Сейчас мы эту экспозицию готовим. У нас также есть еще одно фортепиано, на самом деле, связанное с Салихом Сайдашевым. Да, оно принадлежало Галие Кайбицкой. Вот. И Салих Сайдашев на нем играл. Галия Кайбицкая – это жена Ильяса Аухадеева. Ильяса Аухадеева, да. А до этого, до брака с Ильясом Аухадеевым, имя которого сейчас носит музыкальный колледж, Галия Кайбицкая была замужем за Айдаром Сидиком Айдаровым. Это кто? Был актером, да, певцом оперным, очень знаменитым, который спел много именно партий в спектаклях Сайдашева. Он также выступал в роли Батружана в «Наемщике», в роли Булата. Он был также вторым исполнителем партии Зии в опере «Сария». Вот, то есть это человек, который внес огромный вклад. Вот они были женаты с Галией Кайбицкой. И Галия Кайбицкая, конечно, считает Сайдашева своим учителем. Она написала о нем стихи, она написала «Нане». И вот она подарила вот это пиано, на котором он играл, то есть когда он приходил к ним в гости. Дело в том, что когда Галия Кайбицкая разводилась со своим мужем, у нее был тяжелый период жизни, когда она хотела вообще уехать из Казани, остаться в Астрахани, но Салих Сайдашев ее уговорил и даже отдал им свою квартиру. Они жили здесь некоторое время, некоторое время жили, а он пока переехал на другую квартиру. То есть вот он был таким альтруистом, очень таким, простым человеком, который не жалел даже, чтобы отдать свои квартиры своим друзьям. Начнем про музыку. Давай. Как вы вообще попали в музыку? Музыку? Да. И попали ли смотри. вы в нее или просто делаете? Но мне кажется, все люди попадают в музыку. У всех же людей есть с детства музыка. Значит, вы пошли в музыкалку? Нет, не так было. Но музыка Вас как бы... отправили в Нет, музыкалку? вообще нет. Но музыка же как бы всегда есть вокруг нас. Музыку всегда слушаем. У меня вот, например, есть аудиокассеты с тем, как я пою «Миля-шляром, миля-шляром» со Змеиным Сардашляром. Вот это... Я недавно только поняла, что это такая женская песня с болью такой, и я в 4 года ее пела. Ну и вот, если про музыку дальше. В музыкалку я пошла очень поздно, только в 8 классе. То есть в школе я уже была в 8 классе, и потом пошла в музыкалку. Потому что мне стала интересна музыка, я захотела на каком-то инструменте просто начать играть. И какой инструмент это У был? меня была гитара. Я прошла прослушивание, я вот так отвернулась, на фортепиано что-то сыграли, я не знаю, что я ответила, но со слухом мне так себе, в хор меня не взяли, это вообще моя боль. Вот, и музыкалку я закончила на 1 курсе универа уже. Чё? Да. В смысле? Я в 8 классе пошла в музыкалку. То есть Все вы... были, да, и я с гитарой. Чтобы вот было понятнее, я 2 года подряд в музыкалке на новогоднем утреннике играла Деда Мороза.
То есть вы вам разрешили или вы сами хотели? Мне предложили, Закончится. и я никогда не отказываюсь от возможности, которая дает мне жизнь. Это вы в Тольятти учились, да? А в Казань когда переехали? Тут не училась я. Нет, В нет. принципе, когда переехала, закончила универ и переехала 13 лет назад. Так, и чем здесь занимались? А у нас такое интервью, да? Я работала с татарской молодежью. С татарской молодежью, которая живет за пределами Татарстана. Например, из Тюменской области к нам приезжали ребята. Замечательно. С молодежью и с детьми в детский лагерь приезжали. Ты вот не доехал до нас, ты по другим лагерям ездил. Я, кстати, в Казань впервые приехал в 2016 году. После этого каждый год нас отправляли почему-то именно в Солят. На какой-нибудь форум. Ну, да. Потому что в 2016 году в Тюмени уже как-то стало. И тем более ты не из Тюмени. Вообще сейчас всех запутали. Первый спектакль, на который я сходила в Казани, первый самый спектакль, был вот здесь, в театре Тинчурина, это был «Башмагам». Вот, и с тех пор «Башмагам» же Казанская, оперная студия при Казанской консерватории каждый раз ставит с новым составом. Вот 9-й год можно посмотреть в Ютубе этот состав. И каждый там, наверное, года 2-3 студия показывает новый «Башмагам». И вот, начиная с 2011 года, я каждый раз хожу смотреть. Вы сейчас, вот, работая в музыкальном, можно сказать, музее. Это первый музыкальный музей Республики Татарстан. Вам пришлось или не пришлось как-то более... Погрузиться в музыку? Да, погрузиться интенсивно, как-то изучать историю, там, всякое такое. Да? На самом деле музыка всегда есть в моей жизни, всегда была. Нет такого, что до прихода в музей я музыку не слушала, а тут вдруг начала резко ее слушать. Такого нет. Я всегда какие-то интересные мне концерты стараюсь посещать. Не только классической музыки я делаю, но классическую тоже люблю. Музыку Салиха Сайдашева тоже всегда любила, но теперь полюбила ее сильнее. И, Как будто бы насильно. Нет, вообще нет. Я как бы знала в общих чертах, как жил Салих Сайдашев, что с ним происходило, что он написал. Вот сейчас мы с тобой поднялись на 2-й этаж. Это коммунальный коридор. Почему коммунальный? Потому что здесь, в здании музея Салиха Сайдашева, раньше располагалось театральное общежитие. Актеры Камаловского театра, например, Ринат Тазидинов и другие, они вот жили вот здесь, и они до сих пор помнят, как здесь располагались комнаты. Они все были очень тесные, маленькие комнатушки, удобств особенно не было. Здесь было 6 печей. Удобства были на улице. Понятное дело, что здесь здание, которое всегда находится в тени, здесь всегда холодно. Здесь же зимой всегда было очень холодно. И здесь в том числе жил Салих Сайдашев, самый знаменитый жилец этого дома. Это Салих Сайдашев. Он здесь прожил почти четверть века. Он несколько раз покидал это здание, когда его закрывали на капремонт, когда он разводился со своей второй женой. А в целом, большую часть жизни он прожил здесь, с 30-х до, собственно говоря, до своей смерти. Так что это здание, конечно, помнит всех людей, ту атмосферу, которая здесь была. А здесь жили также и Хаким Салимджанов, и Марсель Салимджанов, обладатель золотой маски, Ринат Тазидинов, обладатель золотой маски, Рада Нигматуллина, Галия Нигматуллина. Рада Нигматуллина – это у нас, скульптор, первая татарская женщина-скульптор. То есть такое было место, которое притягивало к себе всех образованных, одаренных, талантливых людей своего времени. И, конечно, оно неразрывно связано с историей татарского театра. Я сейчас объясню, почему. Вот самое интересное место этого здания, вот этот перешеек, мосток, который соединяет музей Салиха Сайдашева со зданием Галины Тинчурина. Почему так было сделано? Потому что
актеры могли, так скажем, не выходя из дома, сразу попадать на работу, да? Скинул халат, надел костюм и пошел. Вот. И, собственно, если открыть вот эту дверь, то сразу попадаешь в комнату, которая сейчас вот здесь детская комната театра, где вот дети могут отдыхать, поиграть, порисовать. Вот. Дырочек здесь нет, да, но иногда отсюда доносятся голоса живых людей. Надежда. Надежда, да. Голоса людей, да. Вот, у нас есть вот такой очень уютный дворик. Летом здесь у нас очень красиво, мы сажаем цветы, стараемся это как-то благоустроить. И при открытии музея в 93-м году здесь располагался оркестр. Здесь люди прям сидели на траве, сидели, слушали. Вот, еще такое торжественное. Какие-то примеры здесь проходили, да? Пример как таковых не было, просто это был торжественный концерт с музыкой Салиха Сайдашева. И вот даже есть фотографии, где вот люди сидят. Вот, и, собственно, здесь вот сидели музыканты, оркестр, люди сидели на траве, слушали музыку. Вот сейчас это немножко иначе выглядит, вот из-за того, что здесь перестроили. Но в целом все это сохранилось так, как оно есть. Еще у нас есть очень красивый дворик задний, туда мы, к сожалению, не попадем, потому что здесь просто сугробы выше человеческого роста. Сейчас туда не попадем, но летом там очень уютно, и там можно проводить всякие вечера музыкальные, литературные. А в целом, да, вот мне очень нравится, когда мы летом там окажемся, вы увидите там такой питерский вайб, за счет того, что а-ля здесь, Венеция да, такая немножко. а-ля Венеция, за счет того, что здесь Переулочки. здание, да, зажимает со всех сторон, и у нас открывается вот такая красивая панорама, где там голуби сидят на крыше, и со всех сторон со всех сторон зажат, да, зажат этот уголок, и действительно напоминает такой немножко Питер, маленький Питер. Так что у нас очень уютно, здорово. Летом обязательно приходите к нам. И вот если читать наш телеграм-канал, там, в принципе, много интересных историй мы публикуем. Ну, такая самая распространенная, самая банальная, наверное, история про то, как его закрыли в его кабинете в театре и заставили писать музыку Хандербуйна. Вспомнил, да. Ну, про это Черный его сам закрыл. Про это многие знают, да, потому что там за несколько дней до премьеры, ну, дней, ладно, недель. Музыка была не готова. У него были какие-то отрывки, но он всем говорил, классно, я отдал переписчику. Все есть. Ну, как бы, благодаря вот этому уже и Сара Садыкова почувствовала свои силы композиторские. А почему плохо? Ну, для всего есть объяснение. Хандербуе, это же... Они, чтобы написать Хандербуе вместе с Карим Тинчуриным, поехали летом по деревням, а это как раз колхозлар Ойшханшир, как раз когда начали колхозы... Можно не переводить. Хорошо. Вот. Там посвящено, значит, электрификации, вот то, что деревня у нас там вырастает, становится классно. Ну, понятное дело, что колхозы не всегда это очень добровольная история. И Салих Сайдашева эта история задела, что вот так вот деревни перестраивают, и поэтому дальше у него творческий процесс шел не очень активно. Например, не так, как когда он писал там какие-то другие свои пьесы, которые ему были, музыку пьесам, которые были ему ближе. Это, ну, считаю, уже, можно сказать, такой, ну, заказ. Потому что нужно про это писать. Вот сказали, Сара Садыкова так как бы начала писать. Это как? Ее закрыли тоже в чулане? Ее не закрыли, она там исполняла роль Фариды. В этом спектакле? Да, Хандербуин, да. И она ходила за Салих Сайдашем и говорит, ну, у меня нету арии, я что петь-то буду? Она сама написала. Улама айтқан, тотта өзің яз. Ол айтты, әншке yazdım композитор түгел. Yok сенен сорасы шыға. Ол отырды, yazды. И Фарида ариясы туда шла. То есть это музыка Сары Садыковой? Ну, соавторство, давай так, потому что все-таки потом Салих Сайдашев... Ну, как там было? Это тоже на одной из последних репетиций все руководство театра понимает, что музыки нет. И там, по-моему, даже есть выговор в личном... Ну, не то, что в личном деле, где-то сохранился приказ театра, что не подобающая там подготовка к спектаклю. И Тинчурин его закрывает, и он пишет. И еще интересно, что... В смысле, закрывает спектакль? Нет, закрывает Салих Сайдашева в комнате, чтобы с роялем, чтобы, ну, с пианино, чтобы он играл, чтобы он написал. В этой самой комнате закрывал? Юх-юх, в театр, да. В театре у него было свое рабочее место,
на первом этаже, рядом там с завбилетными кассами, там какая-то очень такая каморка была, очень темная, но пишут, что там всегда было очень много людей. И, Салих Сайдашев был такой очень компанейский человек. Еще интересная история, мне очень нравится. Они с Мансуром Музафаром уже друзьяшки, они соседи были в Старо-Татарской Слободе. И, значит, Салих Сайдашев выучил несколько пьес на фортепиано зарубежных, интересно. Вот это мне тоже интересно, как он слушал музыку, где он искал вот эти ноты, как он это все подбирал, и как он это все разучивал, очень интересно. Вот, и он говорит, это было летом, он говорит: Мансур, мен бірнеше пьеса үйрендім, айда ақша эшләргә чыгабыз. Значит, по Волге есть теплоходы, которые катаются, и в первом классе там, значит, в ресторане стоит рояль. Говорит, во-первых, я поиграю... На теплоходе рояль. Да? Ты когда на теплоходе был? Никогда. Ну вот. А это, считай, это где-то до революции, им еще там 14, 15, 16 лет. Айда ақша эшләргә чыгабыз, ресторанда инструмент бар, мен яхшы инструментта уйнармын, ақша җыярбыз. Они покупают самый дешевый билет, типа в 4-й, в 3-й класс. А он не шли? Кем, кайда не шли? Мансур. Бергә йөриләр, үзенә куркыныч, бергә йөриләр. Ну и Мансур такой: давай, я тоже пойду. Yok, Мансур да үйрәнгән, он же тоже умеет на инструменте. Вот. Они покупают самый дешевый билет, ну типа они самые умные, покупают в самый низший класс, 3-й или 4-й билет, и поднимаются наверх, на верхнюю палубу в 1-й. Там, значит, ресторан, вся такая публика. Это, считай, до революции еще. Это расслоение социальное максимальное. Значит, люди кушают, и эти 2 оборванца. У Салиха Сайдашева еще нету белого костюма и черной бабочки. Он садится за инструмент. Их, естественно, оттуда выгоняют. Ну, потому что видно, что они не из 1-го класса. Их выгоняют, на первой же станции их саживают, и Салих говорит: Мансур, кайгырма, кайтканда. И они на обратном пути пытаются проделать такую же историю, у них тоже ничего не получается, их выгоняют. Да. Вот, ну, такая история осталась. Вот, ну и говорят, что он любил шутить, не любил политические шутки, сразу эти разговоры пресекал. Ну, в принципе, я думаю, по его творчеству видно, что у него таких ангажированных, проплаченных, будто бы нет. Даже если есть, это сделано так, что это, не осталось в годах. Вот, и у него было 2 любимых слова, он всегда их говорил. Бәгыр. Второй знаешь? Нет. Шаяртма. Точно. У него было 2 таких. Ну, во многих воспоминаниях сохранилось, что он об этом, это говорил часто. Всем? Или близкому кругу? Ну, у него был достаточно широкий близкий круг. Ну, да, он говорил бәгыр. Да. Давай еще одну историю расскажи, пока ты думаешь вопрос. Туда могу рассказать на себе, что тебе не случается. Поскольку Салих Сайдашев очень связан с театром татарским, естественно, Галиаскар и Камал, они тоже пересекались. Галиаскар Камал, естественно, старше Салих Сайдашева. И Салих Сайдашев к тем, кто старше него, к мужчинам, обращался не абый, а ага. Масалян Галиаскар ага. И он так к нему обратился и говорит, ну и сам любил, когда к нему так обращались, Салих ага. И он говорит: Галиаскар ага, фалян, фалян, фалян. А на что ему Камал ответил: пока ахмышаг на травму. Сейчас пока музей закрыт, собственно, он закрывался мы у нас тут на реконструкцию. И не просто закрывается на реконструкцию, мы будем делать новую экспозицию. Это, конечно же, требует многих то есть сама структура музея немножко... Да, тематическая структура будет абсолютно новая. Абсолютно. Да, и нам в этом помогает, конечно же, Национальный музей, филиалом которого мы являемся. Нам помогают его специалисты, научные сотрудники, вместе с которыми мы сейчас готовим новый план экспозиции. И вот он почти готов уже. Почти готов. То есть мы здесь будем рассказывать и о Салихе Сайдашеве, и о его окружении. То есть мы берем немножко шире. Мы показываем историю татарской музыки, как она развивалась через призму Салиха Сайдашева. С кем он работал. Да, потому что если мы пройдемся с тобой вот по этой улице Горького, Галактионова
собственно, здесь, они все здесь жили. А мы пройдемся? Джавдет Файзи. Джавдет Файзи здесь жил. Фарид Ярулин жил тоже на этой улице. Тут есть угловое здание, где у нас находится музей, квартира Мусы Джалили. В этом доме тоже Мунира Булатова. В общем, все наши знаменитые певцы, музыканты, они все жили здесь рядом. Поэтому в целом это вот не зря вот это называют Казанский Монмартр. Что это такое место, которое вот вся богема татарская была здесь. Да, у нас вот это... Раньше здесь находилась знаменитая белая комната. Это была главная фишка старой экспозиции. Комната, в которой Салих Сайдашев писал музыку, жил. Это фортепиано принадлежало Салиху Сайдашеву. Ему подарила его жена Асия Казакова уже после войны. Оно немецкое, как мы видим, тут написано Георг Хоффман. Берлин. И, соответственно, мы предполагаем, что, скорее всего, это трофейное пианино. Оно не в рабочем состоянии, понятное дело. Ну, как бы, так как это еще и музейный экспонат, мы не рассматриваем его как музыкальный инструмент. То есть он не предназначен для игры. Вообще он, конечно, требует полного восстановления. Но этому пианино уже, я уверен, около 100 лет. И на нем очень давно не играли. И тогда оно уже было, наверное, не в самом лучшем качестве. И, конечно, Вильдербанк, колки, все это, конечно, иссохлось. Все эти штеги, басовые, дисконтовые штеги, они все рассохлись. Их, конечно, все надо заменять. Но оно по-прежнему для нас ценно именно тем, что на нем играл Салих Сайдашев. Есть фотографии. Он сидит вот именно за этим инструментом, работает. Пианино иногда находилось на этой стороне, иногда на другой, на разных фотографиях по-разному. Потому что, бывает же перестановка иногда мебели и так далее. Вот на канонических фотографиях она находится вот у этой стены. Это когда еще здесь была квартира? Когда здесь была квартира, да. Вот обои примерно, вот мы подобрали примерно такие же обои. То есть обстановка здесь была максимально простая. То есть это не сказать, что это такое, вот знаешь, вот ты иногда приходишь к кому-нибудь там, видишь Олег Камала, да, и там все такое очень помпезное, такое прям дорогое. А здесь это было общежитие, самое простое общежитие. Но как и сам Салих Сайдашев, он был максимально простым человеком. Максимально простым. Это человек, который не жил для будущего, жил сегодняшним днем фактически, можно сказать. Очень скромный человек был, и поэтому обстановка здесь максимально простая. И вот этот стул, тоже на котором он сидел, вот этот подлинный стул, вот, на котором он занимался. Он деревянный или... Он деревянный, да, деревянный. Ой, вот. Нет, не делай так. Держи себя в руках. Вот. Поэтому это стул, на котором играл Салих Сайдашев. Вот эти два предмета, они для нас очень ценны. Марш Сайдашева. Есть какие-то про него истории? У Сайдашева много маршей. Мы про какой сейчас говорим? Марш советская. Он как раз, когда музыкальная драма стала... сколько у него маршей? Очень много. Или маршей? Маршей много. Много маршей. Ну, я думаю, с десяток, наверное, наберется. Но просто проблема в том, что нету нот. Но они где-то сохранились, типа вот в таком спектакле был марш, в таком есть спектакле. Сакаевский марш. Первый траурный марш. Первый траурный? Это сам первый марш. Сакай маршай. То есть Сакаевский это траурный. Сакай марш это траурный, потому что он его написал. У него был друг Нури Сакаев, актер, теперь это Камалский театр, татарского театра. Они умерли в один год с женой Салиха Сайдашева. Жена у него умерла осенью, а Нури Сакаев умер зимой. Да. И он пощадил память Сакаева. Ну, смотри, знаешь, как современники говорят, что, естественно, это его первая жена, он очень сильно переживал смерть жены, потому что у них была прям любовь. Но как бы ничего из него не вылилось, и представляешь, у него умерла жена, когда была премьера «Зангар-Шаль». То есть вот это прям, «Зангар-Шаль», не хочется, конечно, так говорить, но это прям пик. «Зангар-Шаль» до сих пор собирает, полные залы. Я уверена, что это благодаря музыке Салиха Сайдашева. И вот такой контраст, я думаю, поэтому он ничего не написал как бы в память о жене, но у него просто ничего не получилось. Я уверена, что это было очень сильное потрясение для него. И тут умирает его друг, и говорят, что вот он получил сообщение о смерти, на следующий день похороны, и вот за эту ночь, он всю ночь просидел в театре за инструментом, и вот родился этот марш, и как бы современники говорят, что в том числе это и по его жене, и это первый похоронный татарский марш, траурный. Вот. Есть там есть у него, что там, марш советской армии, марш советской молодежи, из Коммунарлар марша. Коммунарлар. И знаешь, есть как бы списки, что вот в таком спектакле был марш, но партитура не сохранилась. Вот.
Поэтому марш был, ну, блин, ну вот так вот, да. Марш Красной Армии. Марш Красной Армии, по моему личному мнению, не знаю, никто такой статистики не ведет, я думаю, что это самое часто исполняемое произведение татарстанского композитора. Знаешь почему? Потому что его каждый день на Казанском вокзале включают. Не, ну там его не полностью играют. Ну, понятно, включают же. Ну, прикинь, конечно, его никто полностью не будет играть. Тему играют, провожают поезд. В этом году, 23 февраля, это видео когда выйдет? Я не знаю. Ну, скорее всего, это 23 февраля уже прошло. Написал марш Алексей Дашев в 29 году, поэтому в этом году марш 95 лет. Угу. Прикинь, какая неумирающая мелодия. Прикол. Значит, маршу Яна Лив тоже 95 лет будет в этом году. Вот, смотри, как марши рождались, да, потому что советская страна. Вот, марш написан был по заказу Якуба Чанышева. Якуб Чанышев, он был командиром Казанской стрелковой дивизии. Ее называли татарской дивизией или Чанышевской дивизией. Он не то чтобы прям вот сказал: Салих, напиши мне марш. Ну, как бы к Салиху пришли, говорят: вот Чанышев марш хочет, можешь написать? Ну, раз Чан. Сайдашев говорит: мин лирик, марш язалмый, мин лирик. Лириктан марш шикмый дейді. Но в итоге сел, написал, и получилась неубиваемая, не умирающая музыка. Ему потом за это еще подарили командирские часы. Его сделали почетным красноармейцем, нарядили его, значит, в эту форму. Говорят, что был фурор просто, когда этот марш. Его первый раз сыграли 23 февраля 29 года. И говорят, что был просто невероятный фурор. В зале сидели все военные, естественно, и они прям приняли на ура эту музыку. Можно сказать, знаешь, что типа Сайдашев был одним из первых, там, поэтому он остался в истории, что вот поэтому эта музыка до сих пор звучит. Но мне кажется, если бы эта музыка была бесталанная... Он первый, он далеко не первый, я так думаю. Но музыка один настолько... из. Давай один из. Но если бы эта музыка была очень плохая и бесталанно написана, она бы не осталась, на 95 лет бы ее не играли. И Зангар-Шаль не собирал бы зал. У его невестки есть воспоминания, тоже достаточно распространенные, известные, его часто публикуют. Это уже было после войны, уже в 50-х. В парке Горького играли музыку Сайдашева, и они вот отсюда вышли и пошли пешком до парка Горького. Тут идти совсем немножко, вот наверх подняться. Естественно, Салих Сайдашев был в своем белом костюме. Да, его все приветствовали, все обнимали. И пока не дошли до Ершова, костюм уже был не белый, да, он был уже серый. Вот такая была любовь. Он прожил 54 года. Писал ли он вообще последние годы? Что он писал? Вот, как ему вообще жилось? Очень непросто. Ну, это понятно. Да. Еще, наверное, знаешь, такое, и как творца, и мне кажется, такое мужское эго было задето, что вот ты вот на пике, и вдруг ты, все, у тебя ни работы, ни денег, ничего. Ну, перебивался какими-то заработками, песни писал, ну, потому что крупных форм уже не было. Ну, где показывать крупные формы? Возможно, что-то писал в стол, но, как всегда, этого не сохранилось, переписчиков же уже не было театральных. Были песни. В последние годы жизни там ему помогли выпустить сборник детских песен. И тут, который там тоже. Да. Здесь есть и Ленин, там вот эти все дела. И самое последнее его произведение, и единственное на стихи Мусы Джалиля, это мы выяснили. Жерларым. Да, Жерларым. Последняя драма Алсутан. Алсутан, слышали? Нет, не слышала. Алсутан. А чье текст? Я не знаю, оно, кстати, есть. Сейчас надо посмотреть, не забыть. Нет, не слышала. Жерларым. Тут у Мусы Джалиля день рождения очень скоро. Светлая музыка. Да, очень красивая. Ни одной альтерации просто. До мажор. Классно же. Это потому что это так просто, но... А почему так никто не делал? Почему раньше никто так не делал? Нет, так парадоксально, что это в конце жизни. И так вот просто вот, до мажор. Ни одной черной клавиши. До мажор. 4 четверти. А еще играть очень удобно. Пентатоника.
Он просто, это вот воплощение, мне кажется, всего там Да. характера человека. Вот, у Мусы Джалиль скоро день рождения, и я задумалась, ну, надо же какой-то контент делать. Они... Завтра. 15-го? Сегодня Сегодня 14, да. Логично. Они же современники, они жили вот здесь вот, соседи, но они были настолько разные люди, что в творчестве они не пересекались. То есть это вот единственный тандем. Представляешь? Это же не Это тандем. уже Это не посмертный. тандем, да. Например, у Салих Сайдашева много музыки на слова Мухаммед Садри. Ну, как много, не так уж и много песен у Садри, Ерикей, вот это. Да, Садри, Ерикей, это вот его был круг общения. И на их стихи он писал музыку. А с Мусой Джалилем, ну, я понимаю, что это были абсолютно разные люди. Но он был занят Жигановым. Они с Жигановым очень похожи по-человечески. Джалиль с Жигановым. В смысле, по темпераменту? По отношению способности... Да, к отношению к жизни, давай так скажу. Ну, смотри, они были всегда на руководящих постах. Ну, на руководящих постах. Они очень хорошо держали нос по ветру. Они очень хорошо сезіп тұрғандар саяси темаларны. Они вот были, они максимально встроенные были в общество. А Салих Сайдашева после 30-х коммунистическое общество просто выкинуло из себя. Ну, потому что он, я думаю, что он не умел притворяться. Он вот так жил, и он не хотел. Не было в нем коммуникации все-таки. Тут был абсолютно творческий человек, и как бы и потом у него было 2 жены, дети, то с детьми тоже не самое. Сразу 2 жены? Нет, не сразу, друг за дружкой. Вот эта неустроенность жизни, человек в общаге прожил. Ну, просто квартиру отдал Галиюхе. Это я тоже вчера с детьми тоже вот эта вся ситуация. Достаточно неприспособленный в бытовом плане в жизни человек был, поэтому, для меня он такой абсолютный творец, который вот в музыке живет. И вот, и жерларым он услышал, значит, это 54-й, наверное, был, может, конец 53-го, услышал на одном из концертов исполнение этого стихотворения, пришел домой и написал жерларым. Это его последнее произведение. Yüreğimde ilkarında şaşak attınız. Küpme bulsa sizde güşem yaltın. Şu kaderli jirde vaktınız. Küpme bulsa sizde güşem yaltın. Şu kaderli jirde vaktınız. Sizde minim bütün duygularım. Sizde minim kırsiz yaşlarım. Siz ülseniz min de untulurmun. Yaşasanız min de yaşarmın. Ülgende de yürek durıp alır. Şiirimdeki izgi vantına